Добрый день. Я хочу ознакомить вас со своей библиотекой, посвященной Великой Отечественной войне. Ну, здесь я свои книги могу условно разделить на 4 части. Это еще со времен Советского Союза издаваемые такие книги. Ну, художественная литература о войне у нас во всех библиотеках есть. Но я в основном стараюсь собирать справочную литературу, энциклопедии. И вот такое издание «Герои Советского Союза». У меня 2 тома этой книги, где подробно рассказывается обо всех героях Советского Союза. И федеральное издание «Российская книга памяти». Ну, она есть у нас во всех регионах России. В советское время она существовала. Здесь указываются данные обо всех участниках войны, и периодически вот такие издания обновляются. И кроме того, есть у нас вот вторая часть, это республиканские издания в целом об участниках войны из всей Якутии. Здесь систематизируются все данные официальных органов, поисковиков, и издаются к юбилейным датам такие красочные альбомы, где опять-таки рассказывается обо всех участниках войны. Вот у нас тоже издается такая книга «Память» в республике. Это вторая часть. А третья часть, вот это предмет особой гордости моей. Я, например, всегда, когда бываю в других странах или в других регионах России, всегда с гордостью рассказываю о том, что Якутия – это самая такая административно-территориальная единица и России, возможно, и всего мира, где больше всего издается книг. У нас каждый поселок издает книги с историей своего наследия, где рассказывает о своих выдающихся земляках, о простых тружениках. И есть у них тоже свой раздел, который они посвятили своим землякам-воинам. Вот, например, Альтёкский наследник Солданского района. Это моя знакомая Марфа Дарусова, педагог, которая собирает материалы о своих земляках. И вот она подготовила такую объемную, солидную книгу о своих земляках из Альтёка. Есть такие книги в каждом районе. Вот это еще в 1995 году. Момский район, отдаленный Северный Илус, откуда за время войны там всего 2-3 человека участвовало, да, непосредственно из момчан. И вот они о своих земляках тоже такую книгу выпустили. Вот Сунтар, наследник Сулгачи Амгинского района. Вот опять-таки село Тойбахой Сунтарского улуса. В Кобяйском районе мой учитель, краевед, журналист Никифор Дмитриевич Терехов выпустил ряд книг о своем районе. И вот это его книга «Вклад кобяйцев в дело победы». В Кобяйском районе вот тоже Мукучинский наследник о своих героях 2 книги выпустил. И 4-й раздел моей библиотеки – это художественная литература во войне и рассказы о героях. От первого лица, как, например, вот Василий Иванов, Василий Давыдович Иванов, он ушел на войну с 17-летним парнем, прибавив себе 1 год, и героически воевал, участвовал в захвате Берлина, участвовал в охране Рейхстага и видел даже вот труп Гитлера, Геббельса. И вот он свои воспоминания написал. Вот Василий Давидович недавно ушел из жизни. Вот в прошлом году Тамбонский район выпустил, позапрошлом году, о своем герое
снайпере Федоре Матвеевиче Хлопкове. Вот тоже Панкратий Петров, краевед из Хангаласского улуса, который, к сожалению, тоже в прошлом году ушел из жизни. Он написал тоже книгу о своих земляках из Хангаласского улуса. Вот небольшая брошюра о Федосии Семеновиче Донском, который расписался на Рейхстаге. Помните, мы из Якутии, и подпись была Донской, который работал у нас на телевидении, да? Книга о герое Советского Союза Николае Николаевиче Сосском. У нас не так уж много офицеров было, которые занимали, вот, имели старшие воинские чины. Очень много таких у нас книг выходит. Вот, например, у нас писатель-фронтовик Тимофей Сметанин, да, юбилей которого мы тоже недавно отмечали. В прошлом году вышел фильм «Рядовой Чарин» по его повести. И вот Сметанин один из наиболее читаемых вот военных авторов. Вот Василий Гоголев, Уилган, написал повесть, позапрошлом году тоже издал «То Ахтаон на реке». Здесь интересный у него рассказ о том, как из Якутии забирали лошадей на фронт. И вот хозяин лошади, которую забрали на фронт, встречается с ним во время войны. Очень интересная такая. Или вот Владимир Пенигин, тоже журналист, писатель. Он служил в Китае во время войны. И вот у него небольшая брошюра называется «Я был солдатом Мао Цзэдуна». Мы все знаем, что на войну уходили нередко целыми семьями. Знаем о матери Февронии Малгиной, у которой 5 сыновей погибли на войне, один вернулся. И вот одна из книг из такой серии – это о 3 братьях Василии, Михаиле и Павле Никитиных. Вот есть такие хорошие книги, обзорные книги «Героизм сынов Севера на фронтах Великой Отечественной войны». Это кандидат исторических наук Семен Николаевич Горохов написал о своих земляках-северянах. Вот ветераны Великой Отечественной войны – это воспоминания уже нынешнего времени. Мы знаем, что в годы войны уходили студенты воевать. Например, из Москвы, из Ленинграда студенты, которые обучались там, даже студенты театральных вузов там воевали. Здесь говорится, рассказывается о студентах Якутского пединститута, которые воевали или работали во время войны. Не обошла война и детей. Вот есть у нас категория, сейчас остались дети войны, только в основном ветеранов, участников войны почти что не осталось живых. И вот о детях войны, которые в трудные годы, военные годы помогали фронту. Здесь в тылу работали, заменяли ушедших на войну стариков, мужчин. Но мы должны сохранить в памяти все то, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Есть у нас много литературы, и наша задача, книголюбов, любителей книги, сохранить их, чтобы передать нашим потомкам, детям, внукам, чтобы память о войне не забывалась, чтобы дети наши знали историю своего народа, историю своей страны.